администрации главы Ингушетии в Магасе состоялась встреча Юнусбека Евкурова и Александра Матовникова, прибывшего в регион с рабочей поездкой. Как отметил полпред, за последнее время в Ингушетии проделана серьезная работа в области развития здравоохранения. В регионе подготовлено новое поколение специалистов высокой квалификации. Александр Матовников выразил уверенность, что к 2024 году в Ингушетии будет сформирована необходимая инфраструктура в области здравоохранения. Юнусбек Евкуров, в свою очередь, поблагодарил полпреда президента России в СКФО за поддержку реализованных в республике проектов. Что касается подготовки кадров для центра, то, по его словам, власти региона организуют для местных специалистов стажировку за рубежом для повышения квалификации. За последнее время, это касается здравоохранения, за последнее время сделано очень много, потому что открыт перинатальный центр, открыта детская республиканская больница, открыт онкологический диспансер, значит, поликлиника республиканская. Значит, в каждом регионе у нас существует фельдшерско-акушерский пункт, вот и лаборатории. Соответственно, очень много сделано для того, чтобы здравоохранение в республике двигалось вперед. Мы разговаривали с врачами, и очень большое спасибо за встречу. Видно, что подготовлена в республике новая совершенно свежая такая когорта молодых специалистов высокого качества, врачей высокой квалификации. Это касалось и сосудистых хирургов, нейрохирургов, онкологов, педиатров. Но мы с вами говорили и с ними говорили о том, что основная задача для нас на будущее – это подготовка кадров медицинских, это наставничество, это, соответственно, увеличение количества специалистов на долю населения, на 10 тысяч населения республики. У нас сейчас 46, должно быть, конечно, мы должны повысить хотя бы до 60. Вот. Но в целом работа идет, и те планы руководства республики, и согласованные с федеральным центром в рамках программы здравоохранения. Если мы все правильно выполним, то я уверен, что к 2024 году вопрос по здравоохранению в республике будет закрыт. Вот. Для этого мы будем предпринимать все вместе усилия и выполнять те задачи, которые поставил перед нами президент, те проекты, которые рассмотрены и уже четко определены в рамках национальных проектов до 2024 года, я уверен, что мы это сможем сделать. Провели такое очень хорошее, важное мероприятие. Это первый отдельный сосудистый центр, который сегодня мы открыли в городе Назрани, который позволяет сегодня уже в режиме таком уже штатном проводить любые оперативные вмешательства. Есть самое главное оборудование, есть самые главные специалисты, которые уже известны за пределами республики, которые уже не одну сотню таких операций уже в домашних условиях провели. Поэтому открытие самого отдельного вот этого центра, самого здания для этого направления, конечно, имеет такой хороший, большой шаг, в том числе и в рамках выполнения указа президента. Но если хоть мы и занимаем по продолжительной жизни первое место в стране, оно все равно по менталитету, не по оперативному вмешательству. А сегодня это мы закрепим еще оперативным таким вмешательством. Я думаю, что это будет хороший плюс. И плюс мы с вами провели хорошую процедуру, закрепили открытие медицинского центра еще вручением каретной медицинской скорой помощи и школьных автобусов. Поэтому огромное вам спасибо. По плану, по графику мы идем дальше в этом направлении и будем продолжать эту работу. Вам спасибо большое.